Российские ученые обнаружили уникальные свойства сибирской пихты. Добытые из дерева полипренолы, как заверяют авторы инновации, работают на восстановление мембраны клетки абсолютно всех органов и систем, эффективно в лечении гепатитов и восстановлении печени. Производство снадобья вполне можно организовать и в коме. Любовь Лапина о том, что еще может лечь в основу успешного бизнес-проекта. Инновационный запатентованный продукт. Аналогов в мире не существует. Так позиционируют свою разработку томские ученые. Это не лекарство и не БАД, а самый что ни на есть пищевой продукт. Природная энергетика на основе хвои сибирской. Это натуральный сок, в основе клеточный сок пихты. Причем клеточный сок пихты, многие думают, что хвою взяли, отжали, и получилась такая хвойная ароматная водичка. Нет, это когда под высоким давлением и низкой температурой взрывается клетка пихты, добывается межплазменная жидкость, оболочка, цитоплазма. Вот это и вот есть клеточный сок пихты. Производят его там же, где и вывели, в Томске. И это единственное в мире запатентованное производство полипренолов в промышленных масштабах. Об их пользе знают во всем мире. И даже пытаются самостоятельно их добывать. К примеру, в США из печени свиньи, а в Японии из шелковицы. Но объемы выходят небольшие – 1-2 миллиграмма в месяц, в то время как наши отечественные разработчики легко получают из пихты до 20 килограммов полипренолов. И для этого не приходится вырубать лес в глобальных масштабах. Мы забираем тот самый природный лапник, который используется для лесозаготовок. Раньше его выкидывали, а сейчас томские технологи научились использовать и перерабатывать этот лапник. Вот эти как раз-таки 3 ингредиента. Полипренолы, клеточный сок пихты и хвойную пасту CGNC. В простонародье вот эта хвойная паста CGNC – это как раз-таки тот продукт, который еще использовали 60-80 лет назад, во времена блокадного Ленинграда, использовали для лечения язвенных болезней, против цинги. А еще против авитаминоза и для заживления ран. В его составе биодоступное трехвалентное железо, а еще он богат магнием и витамином С. Полипренолы – это такие молекулы растений, которые при приеме метаболизируются в печени и превращаются в человеческую клетку. То есть, как отмечают ученые, это единственный в мире продукт, который способен восстанавливать мембраны клеток всех органов и систем организма. Все это подкреплено изысканиями. Научная база использования хвои пихты сибирской имеет клиническое основание от 60 до 90 лет. Это огромные российские разработки, которыми мы гордимся, но, к сожалению, пока мало пользуемся. А тем временем химики Коми тоже осваивают хвою. Правда, не пихты, а сосны. Некоторое время назад исследователи из Института химии Коми научного центра начали создавать новые вещества на основе терпеноидов. Их в перспективе можно будет использовать для лечения вирусных заболеваний. Именно в качестве источников терпеноидов и рассматриваются многочисленные промышленно доступные хвойные растения. Проект рассчитан на 2 года. В его рамках ученые будут синтезировать новые соединения на основе доступных растительных веществ и испытывать их на противовирусную активность. А тестированием их свойств займутся Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Впрочем, получить пользу можно не только от еловых насаждений, которыми так богата наша республика, но и, пожалуй, от самого главного нашего зеленого врага – борщевика. Жить в деревне Рай нелегко, особенно летом. Здесь очень много борщевика. Только появляется первый борщевик, и мы всей семьей идем его косить. Вот такие нерайские будни в деревушке Рай Сысольского района. Косят борщевик здесь косой и бензокосилкой. И даже трактор выходит на борьбу с геркулесовой травой. И так все лето, да бесполезно. Зеленая напасть активно завоевывает плодородные земли. А между тем, этому сорняку-переростку вполне можно найти применение, уверены ученые. Так, в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС предлагают делать из стебля борщевика материал для электродов в суперконденсаторах. Батареи, созданные с помощью волокон электродов, успешно заменили традиционные источники энергии без ущерба для качества батарей. Говорится в статье, опубликованной в западном издании «Eurac Alert». Борщевик, выросший на огромных территориях России, может быть полезен как материал для батарей. Ученые НИТУ МИСИС исследовали возможности наличия волокнистых веществ в стеблях растений. Они превратили их в электроды, элементы устройств, способных накапливать энергию. Экспериментально доказано, что обработанное опасное растение может успешно заменить традиционные источники энергии без ущерба для качества аккумуляторов. А ранее ученые из Сибирского федерального университета и Института Йозефа Стефана разработали из экстрактов борщевика и володушки наноантибиотик, который может быть использован для заживления тяжелых ран. В то время как сотрудники Института комплексного освоения недр ран считают, что спиртовой экстракт из гигантского растения помогает извлекать золото из руды. Известны эксперименты по выработке спиртов, биотоплива и древесного угля. В базе патентов есть и заявка ученых из Коми.
на средства для ускоренного выращивания овощей на основе Гераклиум сосновский. Таково латинское название борщевика. Буквально где-то года 2 назад мы произвели исследование по борщевику, по соку борщевика. Сок борщевика. Обрабатывали его также с помощью электродинамической кавитации, оборудование, которым я владею лично. И получилось, что жмых борщевика после удаления сока является отличным органическим удобрением, а сок после вот этой обработки электродинамической кавитации является более хорошим биологическим стимулятором. Стимулятором роста. Стимулятором роста. Еще мало того, еще и лечебным средством. А именно помогает восстанавливать костно-мышечные ткани человека. Научное обоснование уже есть. Все, что нужно, это просто наладить производство. Само оно не затейливое. Важно вовремя скашивать борщевик еще до образования цветоносов, а после выжимать сок. Но для всего этого нужны, естественно, вложения. Как минимум на трактор, косилку и сам промышленный соковыжиматель. Вот на месте вот тут старая теплица, вот эти вот 1,5 гектара, я хотел построить теплицу наверху, внизу помещение для хранения вот этого сока обработанного. Потому что на сегодняшний день у меня уже очень много заявок на этот сок. Подмосковье, Кисловодск, Венгрия. Достаточно. То есть те, кому я выделяю небольшие количества, проверив, они понимают, что очень хорошие. Растение переросток Александр Триандафилов называет дармовым ресурсом. А между тем, действие у него на сезонные овощи отличное. Так, клубни семенного картофеля выдерживали в соке борщевика всего в течение 10 минут, а после высаживали. Рядом для чистоты эксперимента были грядки на минеральных удобрениях. Урожай на борщевике хоть и не намного, всего на 10%, но стал выше. Впрочем, самое главное, содержание нитратов в такой картошке оказалось на 80% меньше. Положительно сказался эксперимент и на вкусовых качествах. Вот такое потенциальное бережливое производство, которое не требует уничтожения ценных ресурсов, а наоборот демонстрирует, как даже из непригодного и вредного на первый взгляд сорняка при грамотном и рачительном подходе можно не только прибыль получить, но и пользу для всей республики.